Русские мусульмане – еще не этническая группа, но уже свершившийся факт. Численность русского населения, перешедшего в ислам, предмет споров и пропаганды. Официальной статистики нет, но по примерным оценкам можно говорить о нескольких десятках тысяч русских мусульман. Большинство новообращенных – молодые люди в возрасте до 35 лет. Их привлекает динамичность и интернационализм ислама. Для молодежи сегодня очень важно встать на платформу, с которой они могли бы выстроить цельное мировоззрение, как правило, протестное мировоззрение, потому что они воочию убедились в банкротстве мировоззрения своих отцов и дедов, которое пошло на дно в 1991 году. А православная церковь их радикально не привлекает, потому что православная церковь на стороне богатых, на стороне истеблишмента. В русском исламе два направления. Одни полагают, что главная вера, другие упирают на национальную принадлежность. Национальная организация русских мусульман главной целью определяет формирование мусульманского субэтноса внутри русской нации. Некоторые члены этой общины в прошлом активисты русских националистических движений. У Норма непростая задача – совместить русский патриотизм с исламизацией русского населения. Но не все в исламской умме считают такой подход правильным. Я считаю, что никаких организаций типа Норм не надо, потому что мусульманин – это человек, который принадлежит к общине и находится в братском общении с другими мусульманами, независимо от того, что они индонезийцы, малайцы, там, негры, французы, там, боснийцы, кто угодно. У каждого русского мусульманина своя история обращения к вере. Фатима Тарасова подробно ислам изучила еще в студенческие годы, обучаясь по специальности религоведения. В исламе она более 5 лет. В прошлом член национал-большевистской партии. Девушка соблюдает исламское одеяние. Но в повседневной жизни никаб Фатима не носит. Лицо закрыла только перед камерой. По ее мнению, русские легко интегрируются в исламскую общину. Да нету проблем с этим. То есть в первую очередь существует исламское братство. Если это человек мусульманин, он, у него приоритеты расставлены в голове абсолютно верно. Я видела людей, которые знаю, когда видела здоровых бородатых мужчин, которые, узнав, что я русская, принявшая ислам, у них слезы были. В Аллахе у них слезы были на глазах. То есть это радость искренняя, это от сердца радость, как может порадоваться человек за другого человека. Но есть и обратная тенденция, когда этнические мусульмане принимают православие. В масштабах всей русской православной церкви миссионерская деятельность в отношении мусульман пока не ведется, но отдельные приходы активно приобщают к православию представителей других верований. В Москве успешно действует миссионерский центр при храме апостола Фомы. Идеологом распространения православия среди мусульман был отец Даниил Сысоев, убитый в прошлом году. Издательство при храме выпускает молитвословы на татарском и киргизском языках. Сысоев, сам наполовину татарин, устраивал молебны на татарском и арабском. После убийства настоятеля миссионерский центр продолжил свою работу. Всего общине удалось обратить в православие несколько десятков мусульман. Я сам свидетелем становился нескольких даже крещений и обращений, потому что обращались даже те, которые такие радикальные в исламе течения. Человек один приходил спорить с отцом Данилом, но после нескольких бесед он спросил его: а почему вы не предлагаете креститься? Вот. И в конце концов он был крещен. Вот, он уверовал и крестился. В Москве действует православная татарская община, состоящая из крещен и новообращенных татар. Община участвует в межрелигиозных диспутах, выпускает религиозную литературу на татарском языке. Динара Бухарова крестилась 6 лет назад. Ее вклад в деятельность общины – православный татарский шамаиль. Это особый вид каллиграфического искусства. Традиционно у татар шамаиль имел национальный орнамент и мусульманский облик. Теперь шамаиль приобрел и христианские черты. По мнению Динары, все больше татар принимают православие, и это никак не связано с обрусением. Я сама лично встречалась с такими людьми, которые они и крестик не носят. И никогда и в деревнях я видела такие моменты. В подвалах у них храмы обустроены, маленькие, молельные такие как помещения. Но татаро-мусульмане об этом даже не знают. Вот я татарка, я приняла христианскую веру, православную. Я осталась татаркой. Я не могу назвать себя либо русской, я не стремлюсь к этому даже, или кем-то другим. Я татарка, я православная. Это даже, я бы сказала, абсурдно
сказать, что я какой-то другой нации стал. В России нет открытого миссионерского противостояния между Русской Православной Церковью и духовными управлениями мусульман. Но сотни людей, не найдя себя в традиционной для своей национальности вере, по разным причинам осознанно принимают ислам или христианство. Но сказать, к чему приведет такой обмен паствой, пока трудно. Егор Сазаев-Гурьев, Станислав Руснак, Игорь Мостовой, Инфокс.